Сына Своего, на хвалу и верою Господа, Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй йому ім'я Сина Своего Ісуса Христа, який з Тобою живе і володарить на веки вічні. Уязвленнейшее Христу роду Христова, время на тих, хто повестляється за гроші Ми Твоя власність і верна є. Чи не кожен з нас щиро дає своїм закінчим серцем, що якщо Бог з'єднався з тобою, многі сумнівають собі, многі перевищують собі, попадаючи запах землі. І сміються над ними люди, поїздили розправивши підключити до такого серця. Благодарю самому імені, як і Бог, і відповідальність і серце, а ви знали направо, і Да покажи, як не ручей, вернуйся, я не простился его, и не сдвинуй, как не страшный его. Будь благодарен, как Бог страшне слово, придумі і лежить до достану правду, і не скажи, а тут настала нам жаром і змазка. Але високої безпечні свободи, як ці народи спокійно свободи, учиніть на працюємо на краю, а зміни Хвала Божому серцю, през якої прийшло для нас здоров'я, йому хвала і пошана на віки.
чуємо ті слова, які Ісус захоче своїх учнів бути небачними, бути тими, хто не перед людьми, але перед Отцом Небесним молиться, постить, складає милостыню. И сегодня мы будем в Святой Евхаристии молиться за того, кто весьма часто в нашей парафии не бачен, тихо, незауважально, робить сегодня великие речи. Не только в нашей парафии, так само в истории. Будем молиться за нашего брата Олега, у день его народжения, просить, как Андрей мог виконувати свою працю, отримувати від того задовольнення і відчувати, що во всьому, що він робить, Бог справді його підтримує. Я буду молиться в этой интенции, брат Олег будет молиться об житті вечном и пробачению всех грехов для померлого Петра. Первое, просим Бога за наши слабости и грехи, как наше дело для таинницы Христа разрешили зеленый. Споведающая Богу всем, брати і сестри, що згрішили я вільні, духою, слова, учинка і занедбання. Моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Анну Марию, усіх ангелов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до жития вечного. Аминь. Всемогутный Боже, наша моца надея. Мы слабые люди, без Тебя ничего не можем. Выслухай наши молитвы, да поможи нам Твоей лаской, как наша воля и наши учинки были згодными с Твоими заповедями. Проспана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и благодарить в єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Аминь. Читание другой книги Володарского. Калиман пожадал узнести Илью у Вихуря на небо. Илья и Елисей шли с Галгала. Колени прибыли у Ерихо, Илья сказал Елисею: «Застанься тут, бо Пан послал меня до Иордана». И сказал ему: «Як живий Пан и живая душа твоя, так я не покину тебе». И пошли они разом. И 50 человек, сынов пророков, пошли и стали сдалек насупроть их, а они обоих стояли коля Иордана. И взял Илья плащ свой, скрутил и ударил им по воде. И разделилась она у обоих боки, и перешли они разом по суше. Колени перешли, Илья сказал Елисею: «Проси, что хочешь, как я зробив тебе, перш чем буду узятый от тебе». И сказал Елисей: «Прошу, нехай у Твоя отримаю духа Твоего». И отказал ему: «Тяжкого ты просишь. Коли убачишь, як я буду узятый от тебе, станется тебе, что попросил, а коли не убачишь, не станется». Коли они шли и гутарили, вось явилась огненная колесница и кони огненные, и разлучили их обоих, и уснялся Илья у Вихуры на небо. А Елисей глядел и ускликал: «Ойче мой, колесница Израиля и конница Ягоная», и не бачил его больше.
И схопил он вопратку свою, и разорвал ей на две части, и поднял плащ Илии, что упал с него, и, вернувшись, стал на березе Иордана. И взял плащ Илии, что упал с него, и ударил им по воде, сказал: «Дешь и теперь Бог Илии». И ударил по воде, и разделилась она у ободва воді, и перейшов Елисей. Это Слово Божие. Дякую, Пане. Нехай буде моцним серце ваше, нехай буде моцним серце ваше, яка ж велика твоя добриня, якую ти заховав для тих, хто тебе боїться, якую ти подрихтав тим, хто на тебе сподяється перед чоловічими синами. Нехай буде моцним серце ваше, под покривом обличчя свого ти ховаєш їх від зло людських, ховаєш їх, як у шатри, від сварливих язиков. Нехай буде моцним серце ваше, любите Пана, усі його ім'я святия, Пан оховує вірних, а тому, хто поступає гонорливо, злишком вертає. Нехай буде моцним серце ваше. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хто любить мене, хто заховує слово моє, каже Пан, і полюбить того Отець мой, і прийде до Його. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Иисус сказал своим ученикам: «Глядите, не чините справедливости вашей перед людьми, как они бачили, иначе не отрывайте вознагороды от Отца вашего, яки в небесах. Коли даешь милостину, не труби перед собою, як роблять криводушники у синагогах и на улицах, как люди хвалили. Соправды, кажу вам, яны отримують свою вознагороду. Коли даешь милостину, нехай не ведает твоя левая рука, что робить правица твоя, как милостина твоя была таемна. И Отец твой, бачит потаемное, отдаст тебе. И коли молишься, не будь як криводушники, бо яны любят молиться, стоячи в синагогах и на рогах улиц, как показать перед людьми. Соправды кажу вам, яны отрывливают свою вознагороду. Ты ж, коли молишься, увойди в покой свой, и, зачинивший двери свои, молите до Отца твоего, яки в таемности. И Отец твой, яки бачит потаемное, отдаст тебе. Коли постите, не будьте понурыми, як криводушники, бо яны закрывают свои твары, как люди бачили, что яны постят. Соправды кажу вам, яны отрывливают свою вознагороду. А ты, коли постишь, намасти голову свою, як мыть твар свой, как показаться, что постишь не перед людьми, а перед Отцом твоим, яки в таемности. И Отец твой, яки бачит потаемное, отдаст.
Гэта Слово. Хвала Тебе, Христе. Паважаныя, сёння Езус в своем слове продолжает ставить новый узор вымагання для христиан. Учора мы разважали тое, Езус просил своих учнів бить ворог и молиться за тих, хто ненавидит. Сьогодні Єсус захоче до скрытности таких деяний, як милостина, пост, молитва. Сьогодні Єсус захоче до того, как менавіта ў гэтым не показывается іншым. Але тое, што галоўнае, чаго ён жадае, чаму? Не таму, што не трэба атрымліваць адклад. Бо гэтыя словы, якія мы адчуваем, чулі, іх можна да кожнай справы таксама прыстасаваць. Езус вучыць сваіх вучняў зусім іншаму падыходу до таго, што ты робіш у гэтым свеце. Ён вучыць, жадае вызваліць сваіх вучняў ад той пасткі, якую трапілі кніжнікі, фарысеі, святары. Таму што яны у той час вельмі хутка зразумелі, што рэчы сакральныя, рэчы дабрачынныя, яны могуць мець таксама іншы імя, іншы бок імя. А гэта значыць, што тое, што ты робіш святого, сакральнага, праўдзівага перад людзьмі, гэта можа прынесці табе канкрэтную карысць. Карысць у розных вымярэннях, матэрыяльную, духоўную, падабанне ў людзей, у вачах людзей, падабанне ў вачах свету. І яны пачалі гэтым вельмі добра карыстацца. Робячы канкрэтныя рэчы, канкрэтныя чыны, кажучы канкрэтныя словы, не дзеля самой правды, дзеля таго, што скрываць гэтыя словы, а дзеля таго, што можна за гэтыя словы атрымаць. Езус жадае сваіх вучняў выцягнуць з гэтай пасткі і навучыць іх бескарыснасці. Навучыць іх перадусім таму, што тое, што ты робіш у сваім жыцці, яно павінна вынікаць не з карысных цэляў, але з чыстага сэрца поўнага любові. Карыснасць, яна не то, што уж такая дрэнная, але яна абмяжоўвае чалавека. Яна закрывае чалавека і не дае яму ягонаму сэрцу створанаму для нашмат большых рэчаў, раскрыцца, выйсці па-за межы, дзейнічаць, можа, часамі такой імправізацыі. Езус жадаў, каб гэта вучні гэтага навучыліся. Таго, што ў сваім жыцці, ва ўсім, што робяць, але перадусім у адносінах з Богом, нельга сябе абмяжоўваць, нельга закрываць сябе, таму што інакш ты станешся пустым. Бо ўсё, што мог бы ты атрымаць, ужо атрымаеш. А правда ёсць у тым, што у гэтым свеце ты павінен дзейнічаць таксама дзеля таго, каб мець іншую узнагароду, узнагароду твайго Айца. Якую узнагароду? Розум. Некаторыя людзі веруючы называюць гэта кармай. А мы верим у тое, што Пророк Божий дзейнічае па-рознаму, наколькі много чалавек аддае сябе безінтарэсоўна, столькі больш Бог ему не дае. Бог дае яму яшчэ больш, у 100 разоў. І пра гэта сёння кажа нам Слово Божие. Выйдзі з гэтай пасткі, з гэтай небяспекі быцця карысным. Гэта вельмі цяжка, таму што чалавек, і са сваёй слабасці, з натуры, ён часамі жадае, каб хтосьці заўважыў, што я штосьці зрабіў. Паглядзіце, я таксама добры. З іншого боку, наша
самоадзнака. Яна вельмі часта настолькі можа зруйнавана праз розныя рэчы, паламаная, што нам выдаецца, што мы не заслужым на тое, што каб хтось нас любіў. І мы робім канкрэтныя рэчы, каб людзі пачалі нас любіць. Гэта тая небяспека, у якую нас уводзіць карыснасць. Езус жадае, каб мы просто давали. Просто так. Цяжка, гэта цяжка рабіць цудоўныя прыгожыя рэчы, застаючыся ў цені, застаючыся часамі небачным і ўвогуле непрысутным. Яшчэ цяжэй, калі ты штосьці робіш, а прыпісваюць тое, што ты робіш камусьці іншаму. Гэта ўвогуле цяжка. Цяжка прыняць. Але Езус кажа, што у кожным выпадку, калі твае дзеянні будуць шчырымі, адкрытымі, чыстымі, то ўсюды вернецца. У які час невядома, якім спосабам таксама невядома, але вернецца ў 100 разоў больш. Подякуем Богу за скерованное на Слово и с верою несем до Его супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, как бы им, что раз больше поглублялся дух молитвы и офляр. Всякий просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за консекрованный костел, как их молитва и офляры знайшли разумение и удержность у людей, а уз народу у Бога. Всякий просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодость нашей краины, как она развивала отрыманные ласки и обороняла справные коштовности. При нашей молитве скируй нас на шлях, який веде до Твоего благодарства праз Христа, Пана нашего. Аминь. Боже наш Отче, Ты умацовываешь нас хлебом и вином, и у их даешь нам сакрамент, что нас обновляет. Учеников мы завсёды черпали его силу для души и тела, праз Христа, Пана нашего. Аминь.
Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце. Узносить їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно греха і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Табе, Святы Ойча, заўсёды і ўсюды складалі падзяку праз умілаванага Сына Твайго, Иисуса Христа. Ён Слово Твое, праз якое Ты ўсё стварыў, Яго ўцелаўлёнага Духа Святога і народжанага з Панны Марыі Ты паслаў нам як збаўцу і адкупіцеля. Ён, спаўняючы Твою волю, набыў для Цябе народ святы, распростер на крыжы свои руки, каб смерть перамагчы и объявить мертвых повстаний. Тому за анёлами и з усімі святыми мы прославляем Тебе разом с ними, воскликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные славы Твоей. Будь ласкавы адорваць супакоем, ахоўваць і яднаць, і кіраваць его ўсім свеце разам са слугой Твоим, папом нашим Францішкам, біскупом нашим Тадеушем, біскупом Юрыем, біскупом Александром і ўсімі, хто верно захоўвае і вызнае каталіцкую і апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугов Твоих, Олега и Юрия. И про всех тут присутных, веруя данность, яких Ты ведаешь. За их мы приносим Тебе гэтую ахвяру хвалы, и они так само и Тебе приносят за Тебе и за всех своих близких. За откупление своих душев, за надею на избавление и уратование, узносить свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности с усім костелом, найперш пошаным вспоминаем благословленную завсюди Панну Марию, Мать Избавцы, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обратника на святейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея и усіх святых Твоих, про их заслуги молитвы, нехай во всем оковывая нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими просим гэтую ахвяру от нас Твоих слугов и от душей семьи Твоих. Заховай дни наши в Твоим супокое, збав нас от вечного служения и долучи до Твоих выборов. Просим Тебе, Боже, мудростью Своего благословения, освяти гэтые дары и учини досконалую и милую Тебе ахвяру, как стали для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки Он узял хлеб у Своей святые и достойные руки, поднял очи до неба, до Тебе, Бога, Своего Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела Маё, якое за вас будзе выдано».
Подобним чином повечеря, взяв би ти почесний келих у свої святия і достойні руки, знов тобі подяк Господарче благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите и пите из его все, Бог это келих крови моей, нового и вечного заповеду, и это за вас и за многих будет пролито деле отпущения грехов. Вы это чините на мою память». Это великая Троица День. Обещая смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягу века. Пане, мы слуги Твои и Твои люди святые, воспоминающие благословенную муку и воскресение, от Отца хвалебным небошествии Иисуса Христа, Сына Твоего Пана нашего, складаем на святейшей величи Твоей, с Твоих даров и щедротов, ах, веру чистую, ах, веру святую, ах, веру беззаганную, хлеб святый жития вечного и келих вечного славления. Узглянь на ей милостиво и спогадно, и ласково прими ее, як принял дары праведно слуги Твоего Авраама, ах, веру патриарха нашего Авраама, и святую да беззагадную ахвяру, якую принес тебе наивысший святар Твой Мельхиседек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому ангелу, занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, продавлича Твоей постной величи. Как завжди мы, які удільничимо в этой ахвярі алтара, и приймаємо на святейшее тело и кровь Сына Твоего, отримали щедрое небесное благословение и ласку. Пам'ятай, Пане, так само про слугу Твоїх, Петра, Юзефа, Бронислава, які отошли перед нами со знаком веры и спять у спокою. Просим Тебе, Пане, дай им и всем, кто спочиває у Христе, пребывать вместе с утешением, святла и супокою. Так само и нам, грешным слугам Твоим, які сподяються на великую милосердность Твою, будь ласкавы дать удел у едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Варнавом и усими святыми Твоими. Уведи, просим, и нас в их спорность, не деля нашу заслугу, а ведь дякуючи Твоему пробачению. През Христа, Пана нашего. Прежде якого Ты, Боже, все эти доброты неоспынно створаешь, освящаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. През Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, просвещение вечное. Аминь. Отримали ми Духа Святого, який нас учинив дітьми Божими, тому, аж ми боїмося казати. Спокойно.
успокои дни наши, да поможи нам милосердностью Твоей, как мы, были завчены вольны греху, и закованы до света неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыще збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала Моей. Пане Иисус Христ, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру крещела Твоего, и под ласковой згодно с Твоей волей, одарчего супокой мне, який живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюду избавит. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Вось ягню Божу, вось той, хто бере для себе Христі, щасливе покликане на вечеру. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Боже наш Отче, святая коммуния, которую мы приняли, означает еднание верных у Тебе. Учеников Яна подтримливала единство у Твоим костёле. През Христа Пана нашего. Аминь. А у нас пора сделать сюда. Да, нет. Да, сегодня день рождения, это значит новый год жизни. А Новый год как встретишь, так и проведешь. Поэтому мы желаем вам солнышко, чтобы вы его в себя хранили сами. Бог пусть вам дарит то, что вам в жизни необходимо. Крепкое здоровье, энергии и сил для ваших дел. Порой, может, нами недооцененным, может, незамеченным. Вы нам чаще фоточки просто показываете. Пусть все у вас в жизни будет хорошо. И вот вам солнце такое, и когда вам настоящее сколько надоело, можно будет поиграться. Я с утра пожелала всего самого наилучшего в честь дня рождения, поэтому я подарок сладкий. Я могу дарить теперь раздарить поездку антитела, радости, поэтому я всему здоровья. Максимі, дозволю я ще пару слов сказати. Дякую за все віншування і за такі теплі, чудовні, солодкі слова, які прозвучали і тут, і в Вайбері. Мені навіть трохи хочеться бути тим чоловіком, про якого ви розказуєте. Ну, я занадто лянивий, щоб присягати, треба трохи помарити. Щиро дякую за молитву, за пам'ять, за клопот, за молитву за мене, за моїх батьків, які вже в святої пам'яті. І я ще скажу вам таку річ, може ніхто ведає, а може і ще і не ведаєте. Я, коли ще був більше рижий, ніж зараз, уже був ніяким чином дотичний до цього місця, до цієї парафії, а парафія ще юридично не існувала. И вот день народжения нашей парафии, как вы ведали, зарегистрировали нашу парафию, посвящение о регистрации есть дата. Парафия зарегистрирована тады и тады. И вот день регистрации парафии 17 червня. Let's go.
Господи.